На канале Абхазского телевидения вы смотрите информационный выпуск Камшукшара. Здравствуйте. Сегодня президент Абхазии Аслан Бжаня встретился с министром внутренних дел Дмитрием Дбар. Руководитель ведомства доложил главе государства о мерах, предпринимаемых по борьбе с преступностью. Президент поставил перед министром ряд конкретных задач. Необходимо подготовить следующий список с 2015 года по 2020 год, кто был поощрен наградным оружием Министерством внутренних дел. Тщательно изучите список. Если в списке окажутся лица с криминальным прошлым или с криминальным настоящим, оружие изъять в пользу государства. Следующее. Подготовите список. Первое. По убийствам с 2015 года по 2020 год. Какое количество убийств совершено, сколько преступлений по убийствам раскрыто, кто расследовал эти дела. В настоящее время, где находятся осужденные. Далее, по похищениям людей с 2015 года по 2020 год. Какое количество похищенных, кто расследовал дела, кто понес за это наказание. Разбои с 2015 года по настоящее время. Список подготовить, кто расследовал дела, какое количество людей осуждено по разбоям. Это очень важно. Граждане ждут обеспечения правопорядка, и эта задача должна быть выполнена. Сегодня же Аслан Бжаня встретился с министром здравоохранения Тамазом Цахнаки. Были обсуждены меры, предпринимаемые по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Абхазии. Глава государства поблагодарил медицинский персонал за их самоотверженный труд. Хотел бы вас поблагодарить за ваше отношение к труду, к своей профессиональной деятельности. Передайте слова благодарности медицинскому персоналу, который занимается на протяжении нескольких месяцев проблемам противодействия коронавируса. Я слышал о том, что более 100 человек вами были премированы. Это правильный шаг. Мы и в дальнейшем, исходя из наших возможностей, будем оказывать помощь врачам, которые не жалеют себя, медицинскому персоналу в целом, люди, которые сегодня находятся на острие борьбы с этой большой бедой. Передайте им благодарность. Распоряжением Аслана Бжаня, начальником управления по связям со средствами массовой информации администрации президента, назначен Алхаз Чулокуа. Согласно указам президента от 20 мая, сегодня состоялись представления двух новых руководителей ведомств. Беслан Халваш возглавил Государственный комитет республики по связи, массовым коммуникациям и цифровому развитию. Председателем другого значимого ведомства, Государственного комитета по репатриации, стал Вадим Харазия. Репортаж Амелии Бисмарк. Государственное управление по транспорту, которое до настоящего времени возглавлял Рабистан Габле, было реорганизовано в Государственный комитет республики по связи, массовым коммуникациям и цифровому развитию. Указом президента на должность руководителя вновь образованного ведомства назначен Беслан Халваш. Беслан Викторович родился в селе Джерхуа, окончил Гудаутскую первую школу. Выпускник Абхазского государственного университета по специальности юриспруденция. Во время Отечественной войны народа Абхазии, будучи военнослужащим Минобороны, был командиром роты связи. Все знаете Беслана Викторовича, он в этой области не новичок. Во время войны первое его столкновение со связью, где он возглавлял подразделение связанное с связью, и дальнейшая его работа в становлении именно связи, коммуникации в нашем государстве. И сегодня век больших технологий и цифрового развития, мы считаем, что это очень важное звено в развитии экономики. Это не только безопасность нашего государства, это и без этих технологий цифровых и связей, которые сегодня мы не можем отставать от мира. Я думаю, что это будет большим таким подспорьем для развития экономики. За плечами Беслана Халваш большой опыт работы в сфере связи. Новый руководитель поблагодарил руководство страны за оказанное ему доверие и отметил, что будет делать все возможное, чтобы структура работала плодотворно. В принципе, объем и те задачи, которые стоят перед отраслью, нам знакомы. У нас есть хороший дружный коллектив. Постараемся справиться с теми задачами, которые поставили перед нами
руководителей страны. Бывший руководитель организации Рабистан Габлия пожелал профессионального успеха Беслану Халваш и коллективу комитета. Поздравляю вас с назначением. Вы профессионал с большой буквы, знающий свое дело. Я желаю вам удачи и успехов в вашей работе. Я бы хотел коллективу, с которым я проработал более 3,5 лет, сказать спасибо. Мы могли, что смогли, то и сделали. Поблагодарить вас всех. Вы молодые, амбициозные, образованные. Всегда вы будете востребованы в стране. Спасибо вам большое. Сегодня также коллективу Государственного комитета по репатриации был представлен Вадим Харази. Нового руководителя представил вице-президент Бадра Гунба. Вадим Николаевич Еха Ивдерез Явдзым Агар Иджба Парацов Абри Ауса Хацгаларазы Еха Ужранза репатриация Ганахилз Ихоцаз Аус Курацов Ицеге Ихацту Хомпада Ахархарта Кого. Табу Пашасар Стохоп Барташук Скоертагдзана Аджба Збаз коллектива хтарных табу Паясар Стохоп Беслан Андрей Па Ахунткара Джаб Хикку Стара Кохадаразло Нахо репатриация Ируак Дего. Обрягана Хелас Куянаго Еха Ахададжац Ямоги Шива Галана Шнапкой Коршина Патоек Цена Яраус Яхо Ахацера Хазик Хайцез Хязару. Вадим Харази с 2015 по 2017 год уже был председателем данного комитета. Он хорошо знаком с проблемами в контексте репатриации и с коллективом ведомства. В последние годы репатриацию возглавлял Беслан Дбар. В свою очередь он пожелал коллегам плодотворной работы. Амелия Бисмарк, Алексей Баструков, Абхазское телевидение. Первый вице-премьер Беслан Джопуа сегодня также представил коллективу Государственного комитета по делам молодежи и спорта, назначенного указом президента-председателя Джамала Губас. Беслан Джопуа отметил важность развития спортивных направлений в молодежной политике, воспитания социально активной и интегрированной молодежи, прививания ценностных ориентаций молодому поколению. Беслан Джопуа выразил уверенность, что новый руководитель при поддержке коллектива будет идти к цели достижения высоких результатов по развитию абхазского спорта. Беслан Эшба утвержден в должности главы администрации города Сухум. Такое решение было принято сегодня большинством голосов на заседании районного собрания столицы. Подробности в репортаже Эсмы Голанце. Перед началом голосования руководитель администрации президента Алхас Квицини выступил со словами поддержки в адрес Беслана Эшба, а также от лица президента выразил надежду на положительный исход голосования и дальнейшее плодотворное взаимодействие. Беслан Федорович Эшба, я думаю, что для большинства людей, которые здесь присутствуют, не нуждается в большой рекламе. Вы все знаете, что это человек с большой политики, будем так говорить, и в хозяйственном управлении у него немало опыта есть. Он был в свое время и депутатом, и занимал различные должности в руководстве нашей страны, был одним из руководителей нашего правительства в ранге вице-премьера. В общем, его политическая и трудовая деятельность, все эти аспекты были рассмотрены президентом нашей страны Асланом Георгиевичем, и он принял такие выводы и решения, чтобы внести его кандидатуру на ваше рассмотрение. В чем мы, конечно же, и президент, и я считаем и надеемся на вашу поддержку. В тайном голосовании приняли участие 25 депутатов, из которых 24 человека проголосовало «за», 1 – «против». После объявления результатов Беслан Эшба выразил благодарность за оказанное ему высокое доверие. Хочу же в первую очередь поблагодарить президента, который обратился к вам своим посланием о том, что просьбой утвердить кандидатуру. И со всех сторон огромный большой кредит доверия. И для меня это очень, большой аванс для того, чтобы потом оправдать все эти надежды. Кроме того, на заседании горсобрания присутствовал исполняющий обязанности начальника УВД по городу Сухум Астамур Хагуш, которому депутаты задали интересующие вопросы в рамках будущего взаимного сотрудничества. Далее встреча проходила без участия журналистов.
Инала Гухава, Абхазское телевидение. И сегодня же Аслан Бжаня подписал указ о назначении Беслана Эшба главой администрации города Сухум. А во второй половине дня состоялась встреча президента с главой столичной администрации. Аслан Бжаня обсудил с Бесланом Эшба вопросы развития и благоустройства столицы. Вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристина Озган проинспектировала ход строительных работ в Центральной районной больнице города Тхуарчал. Объект строится за счет средств российской инвестпрограммы на 2017-2019 годы. Репортаж Саида Джарсали. Строительство Тхуарчалской центральной районной больницы началось в июне 2017 года. Сметная стоимость проекта составляет 258 миллионов рублей, выделенных из средств российской финансовой помощи. На сегодняшний день строительство объекта приостановлено. Кристина Узган поинтересовалась объемами выполненных работ и причинами затянувшейся стройки. У нас получается объект 2017 года, так? Да. В июне 2017 года был заключен контракт. Стоимость 258 миллионов, правильно? На сегодняшний день профинансировано 226 миллионов. Так цена? Да. Насколько закрыт объем? 194. Это сколько у нас процентов получается? Почти 70? 75. А вы сверяли фактически объем выполненных работ с КС, да, с КС-ками сверяли, да, но надзор подтверждает. Почему стоим? С финансированием проблем. Но я как понимаю, у нас нет никаких задолженностей перед подрядчиком. У нас есть там работы, которые были выполнены, которые не вошли в проект. Мы составили проектно-сметную документацию, которая находится на экспертизе. Функционирование ЦРБ в Тхуарчале крайне необходимо, так как помимо города сюда будут приезжать пациенты из 11 сел района. Сам объект будет состоять из 3 корпусов. Это отделение акушерства и гинекологии, терапии, а также поликлиника. Однако, по словам подрядчиков, в ходе строительства выявились дополнительные работы, которые не были указаны в проектно-сметной документации. В чем отклонение от первоначального варианта? Ну, и сколько это процентов от стоимости составляет? Это от стоимости составляет где-то около 10%. Под около 10%. А какие решения? Там технические решения были? Нет, там не технические решения. Значит, там вот, условно говоря, есть площадь кафеля на 6 тысяч квадратных метров, да. Там примерно. Нам пришлось докупать где-то около 1000. А УКС что скажет? Вы внимательно изучали? Там действительно есть отклонение на 10% в сторону увеличения? По работам, которые сделаны подрядчиком и не были учтены в проектной документации, по моей информации от технадзора, там порядка 9 миллионов на сегодняшний день то, что сделано. Сметная документация на 16 с учетом уже экспертизы. Около 20 мы еще не завершили, то есть здесь в проект, значит, не входит ограждение, его вообще нет, но его и изначально не было. Нет столовой, не предусмотрено, здесь не предусмотрена прачечная. Генеральным подрядчиком строительства Тхуарчалской ЦРБ является государственная компания «Абхазстрой». Часть работ выполняется субподрядным предприятием «Тхуарчалстрой». Кристина Узган в разговоре с представителями строительных компаний подчеркнула, что объект имеет важное значение для жителей района, и поэтому его строительство должно быть закончено в ближайшее время. Объект фактически с 2017 года строится. Не хочу повторяться, тоже превратился в долгострой. Это не такой большой объект, чтобы его строить 3 года. Я могу вам сказать, что такой объект спокойно можно было бы построить за год и уйти отсюда. Да, я согласен с вами полностью. Значит, у нас есть графики финансирования этого объекта. После подачи КС и поступления финансов в Абхазстрой, я вот эти документы тоже вам продемонстрирую. Там все. То есть я имею в виду, что сорваны были много раз по финансам сроки. После подачи КС у нас есть такие моменты, где полгода, 6 месяцев, 18 год, там начало и так далее, мы 6 месяцев ждем финансирования. 6 месяцев после подачи КС. Подводя итоги инспекционной проверки строящейся ЦРБ, министр экономики отметила, что нужно еще раз пересмотреть проектно-сметную документацию и предметно разобраться с теми работами, которые уже сделаны.
много вопросов к подрядчику, и здесь нужно предметно нам разобраться с теми работами, которые были сделаны на тот объем финансирования, который поступил в адрес подрядчика. Значит, по словам подрядчика, есть контракт уже на покупку оборудования, часть его проплачена. Мы сейчас будем поднимать документы, будем пытаться удостовериться в этом. Проблема основная заключается в том, что, по моему мнению, здесь могут возникнуть вопросы финансового характера на завершение работ по данному объекту, потому что основная сумма финансирования практически выделена. Есть обязательное условие о том, что удерживается с подрядчика 10% стоимости работ и оплачивается только после завершения строительством объекта и передачи его в эксплуатацию. А, соответственно, почти 30% объема работ, которые еще предстоит выполнить, получается практически без источника финансирования. В течение короткого времени должны быть сверены все документы по строительству и определено состояние финансовых взаиморасчетов со строительными компаниями. Что касается объекта, то его необходимо сдать в эксплуатацию в ближайшее время. Саид Джарсали, Алексей Баструков, Абхазское телевидение. Республиканское унитарное предприятие «Черноморэнерго» завершает ремонтно-восстановительные работы по улучшению энергоснабжения населения во всех районах Абхазии в рамках российской инвестпрограммы на 2017-2019 годы. О том, что сделано в Пицунде, расскажет Сария Кварцхеле. Со второй половины прошлого года специалисты РУП «Черноморэнерго» ведут ремонтные работы по улучшению энергоснабжения Пицунды. За это время была построена новая проводная линия электропередачи, которая питает район рыбзавода и село Лыдза. На первом этапе были разгружены дороги, по которым проходили старые линии, а также заменены разрушенные опорные столбы. Так как жители Пицунды, данного района, 16-этажек, они часто сталкиваются с проблемами именно в зимний период. Когда наступает зима, нагрузки вырастают и часто выходят из строя и высоковольтные линии, и линии 0,4 киловольта. В данном случае линии 0,4 киловольта мы не реконструируем. У нас работы проходят по линиям 10 киловольт. Соответственно, задача на данный период улучшить электроснабжение подстанций со стороны 10 киловольт. Да, и подать напряжение в поселок Лыдза, тем самым тоже стабилизировать напряжение, стабилизировать энергоснабжение в данном районе. Так как эти линии проходят в жилом секторе, в дальнейшем, чтобы обезопасить население от непредвиденных аварийных ситуаций, необходимо провести дополнительные работы, которые будут организованы за счет собственных средств. Будет осуществлен переход на новые линии. Будут выполнены кабельные спуски, но этой инвестиционной программы, конечно, не касается. Мы не можем оставить аварийные участки по ходу выполнения мероприятия. Соответственно, Гагарский РЭС максимально примет все силы для локализации данных аварийных участков. На сегодняшний день установлено 140 опор, а также проведена линия электропередачи длиной 6,5 километров от города Пицунда до села Лыдза. Можно сказать, до 80% всех работ на сегодняшний день выполнен. Создана бригада специальная, которая занимается непосредственно строительством данного фидера. Здесь на участке по линии строительства данного фидера у нас есть места заболоченные, куда техника не может проехать. Сейчас мы уже в полной мере начали работать. Нужно отметить, что на данном участке работы были приостановлены из-за погодных условий, а также из-за пандемии коронавируса. Как добавил Тимур Гулия, ремонтные работы по улучшению энергоснабжения в городе Пицунда завершатся в конце июня. Сария Кварцхеле, Алексей Агухава, Абхазское телевидение. Сегодня арбитражный суд Абхазии отмечает 23-летие со дня основания. Необходимость создания арбитражного суда была предопределена Конституцией республики. Прошедшие годы были важнейшими для истории суда. Произошло становление арбитражного суда в качестве важного звена судебной системы Республики Абхазия. За эти годы арбитражный суд превратился в эффективный механизм судебной защиты прав и законных интересов субъектов экономических правоотношений. Появление арбитражного суда, имеющего
специальную юрисдикцию, целенаправленно и быстро влияющую на изменения в экономической жизни, явилась одним из серьезных шагов становления нашего государства и позволила говорить о наличии действенных механизмов правовой защиты рыночной экономики в Абхазии. 3 апреля 1998 года принят первый арбитражный процессуальный кодекс, положивший основу арбитражного судопроизводства в республике. А днем создания арбитражного суда принято считать 22 мая 1997 года. В Сухуми состоялась пресс-конференция движения абхазских предпринимателей «Мы вместе», на которой члены организации рассказали о проделанной работе в вопросах защиты населения от коронавирусной инфекции. Репортаж Алики Трапш. В вопросах защиты населения от коронавируса не остались безучастными представители бизнес-сообщества Абхазии. Движение «Мы вместе» было создано 26 марта после обращения руководства страны к абхазским предпринимателям с призывом оказать помощь в борьбе с COVID-19. В движение вошли предприниматели мелкого, среднего и крупного бизнеса Абхазии. В сжатые сроки им удалось организовать сбор средств. Я хотел бы поблагодарить за то доверие, которое нам было оказано, потому что вот буквально как только мы собрались, человек, наверное, 10 в первый же день, и со следующего дня стали поступать средства, и на самом деле основная сумма была собрана очень быстро. И участвовали в этом совершенно разные люди, разные компании. Вот это пример того, как, я не знаю, я вот просто думал, наверное, лет 27 уже такого не происходило в Абхазии, когда не разделяясь там ни по национальному признаку, ни по политическому, ни по какому другому, все дружно вместе собирали средства. Несмотря на вот эти тяжелые испытания, мне кажется, один очень положительный вывод из всей этой ситуации можно сделать. Это вывод о том, что мы можем друг другу верить, и мы можем очень многое, когда мы понимаем, что у нас общая проблема. И когда мы будем, я думаю, это еще один шаг к пониманию того, что у нас в глобальном смысле, что это общая страна, это наш общий дом, и только мы все вместе что-то сможем сделать в будущем. Всего за неделю движению «Мы вместе» удалось собрать более 31 миллиона рублей. На сегодняшний день собрано 56 миллионов 668 тысяч. На эти деньги были куплены аппараты искусственной вентиляции легких, медикаменты, расходные материалы, тест-системы, средства индивидуальной защиты для медперсонала и многое другое. Серьезную помощь в доставке грузов в Абхазию оказала московская абхазская диаспора. На тот момент многие поставщики оборудования и медикаментов в Российской Федерации отказывались работать с нерезидентами напрямую и в том числе работать с Министерством здравоохранения. И нам нужен был надежный партнер в Москве, который готов был взять на себя вопросы, связанные с поиском, закупкой, складированием товара, а также и транспортную логистику. И таким партнером выступила московская абхазская диаспора. К тому времени они уже открыли сбор средств для граждан, проживающих на территории РФ, и в частности в Москве, чтобы наши граждане могли там поучаствовать в сборе средств. 28 марта с председателем МАД Бесланом Родионовичем Магрыбом обсудили механизмы взаимодействия и приняли очень важное решение объединить усилия в вопросах, связанных с организацией этого процесса закупки, доставки на территорию Абхазии всех товаров. И хочу сказать, что это сотрудничество было правильным, нужным и эффективным. Все закупленное медицинское оборудование и материалы были направлены в Министерство здравоохранения республики, которое затем распределяло гуманитарный груз в медучреждения страны. Министр Томас Цахнаки отметил, что помощь предпринимателей стала большим подспорьем для здравоохранения страны. Это очень серьезное, значительное подспорье, благодаря которому мы на сегодняшний день практически полностью обеспечили наши центральные учреждения, в частности, Гудаузскую центральную районную больницу, которую мы перепрофилировали на период эпидемии в ковидный центр клинический. Она обеспечена полностью всем необходимым. Клиника рассчитана на 350 коек. На сегодняшний день у нас в инфекционном отделении 40 коек развернуто, в том числе отделение реанимации. И на данный момент стационарное лечение проходит 17 человек.
Тамас Цахнаки также сообщил, что президент и вице-премьеры правительства, которые недавно вернулись из рабочей поездки в Москву, прошли тестирование на коронавирус. Все они находились в достаточно жестких условиях изоляции. После возвращения в республику президент строго соблюдал режим самоизоляции, как и вице-премьеры. Они дважды прошли тестирование, никаких симптомов болезни не обнаружено. Заместитель руководителя администрации президента Джан Сухнанба от имени президента и правительства республики поблагодарил предпринимателей за оказанную помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией. В настоящее время работа движения «Мы вместе» продолжается. Алика Трапш, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение. И в конце выпуска информация о погоде. По сообщению Гидрометцентра, в выходные дни на территории Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода. В субботу с ночи и до второй половины дня ливневый дождь с грозой. В воскресенье днем возможен кратковременный дождь. Температура воздуха ночью плюс 11-16, днем плюс 15-20. Температура морской воды плюс 19 градусов. И на этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго.